В литературном музее Ивана Куратова чествовали победителей республиканских литературных конкурсов «Серебряное крыло» и «Лучшая книга года». Награждение приурочили к 95-летию первого коми-ежемесячного журнала «Войвов Коджев», что в переводе на русский означает «Северная звезда». Правда, юбилей у издания был еще в 2021, но из-за пандемии торжество пришлось отменить. Старейшая периодика впервые вышла в свет в октябре 1926 года. Объединила писателей и поэтов молодой автономии. И по сей день журнал играет большую роль в сохранении коми-литературного языка. Елена Кононова о нашем достоянии. Среди гостей юбиляра те, без которых существование коми-литературного журнала немыслимо. Поэты, прозаики, их имена у жителей республики на слуху. Новые произведения читатель всегда может найти на страницах издания «Войвов Коджев». Именно с ежемесячного журнала и начинали свой творческий путь многие известные коми-писатели. Вот и сейчас, спустя почти век, начинающие литераторы идут тем же путем. Когда появляется новый автор со своей темой, они раскрывают мир по-новому. Ты с ними словно испытываешь реинкарнацию, когда читаешь рассказ про жизнь какого-нибудь человека и словно проживаешь с ним еще одну жизнь. От этого ты становишься богаче. Сегодня новые литературные звездочки появляются ежегодно во многом благодаря конкурсам. С 2006 года Эзэчборд «Серебряное крыло» выбирает лучшие произведения сразу по нескольким номинациям. Вот и сейчас свои награды дождались новые авторы. Рассказы о детстве Ларисы Кальматкиной получили поощрительный приз. Ее проза как на русском, так и на коми-языках хорошо знакома читателю. Писательское ремесло, говорит литератор, ее затянуло совсем недавно. Повзрослевшие дети разбежались, времени стало больше. Теперь она не писать уже не может. От этого никуда не убежать. Когда сердце велит, рука берет ручку и пишет что-то новое. В голове рождается новая мысль, ее куда-то нужно девать. Алексей Мишарин, неоднократный победитель конкурса «Серебряное крыло», сегодня пришел за другой наградой. Его первый роман «Коса на камень» стал лучшей книгой 2020 года. Из-за пандемии вручение все откладывали. Впрочем, в прошлом году это произведение получило еще одно признание. Литературную премию Ивана Куратова вручили самому автору и Александру Суворову, который «Косу на камень» перевел на русский язык. А скоро роман писателя из коми увидит вся Россия на страницах старейшего журнала уже страны. Роман газеты. Это тоже высокая оценка. Но для Алексея Васильевича важно в первую очередь мнение читателя. Меня удивили жители Богородска, откуда вышли основные герои романа. Местная библиотека получила только один экземпляр книги. Кто-то сделал на ксероксе копии и на титульном листе написал, кто является прототипом того или иного героя. Ну и, конечно, обсуждали. Я еще смеялся, что у меня уши все время горят. То один, то другой. Такие победы и маленькие, и большие литераторов вдохновляют на новые произведения. А коми-журнал, как и в 1926-м, когда он впервые вышел в свет, готов вести писателей за собой, оправдывая свое название «Войвов Коджев» – «Северная звезда». Она же полярная, которая считается путеводной. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.